Уважаемые родители, сейчас такая ситуация, что многие школьники и студенты оказались дома. Карантин. И ситуация такова, что действительно лучше соблюдать рекомендацию реже выходить из дома. Хотя ваши дети, особенно если они подростки, будут рваться на улицу, захотят использовать это время, чтобы встречаться с друзьями. Им кажется, что эти внеплановые каникулы жалко проводить дома, и можно использовать их более приятным и полезным. Поговорите с детьми, объясните, почему возникли эти каникулы. И после каникул, почему начинается дистанционное обучение. Спросите, что он сам слышал, читал и думает про ситуацию с пандемией. Есть ли у него какие-то страхи по поводу этого вируса? Если у подростка есть какие-то страхи, обсудите с ними то, чего он боится. Но в этом разговоре важно не напугать подростка, не передать ему свои страхи и тревоги, если они у вас есть, и тем самым увеличить его страхи, а заодно и свои. Страхам подростка можно противопоставить простую, понятную ему информацию. Вирусы есть всегда. Почти каждый год бывают эпидемии гриппа, когда на карантин закрываются классы или школы. В каких-то регионах страны люди болеют, подавляющее большинство выздоравливает без последствий. Уважаемые родители, скоро начнется последняя четвертая четверть. Обучение ребенка в дистанционном режиме потребует от вас учета некоторых правил для создания учебного пространства в условиях вашего дома. Поэтому я хочу вам дать основные советы для создания эффективного онлайн-обучения на дому. Составьте распорядок дня. Распорядок дня позволит ребенку эффективно провести день, определить приоритеты. Не забудьте добавить в распорядок дня и время для отдыха. Организация рабочего места. Очень важно создать пространство для ребенка. Ваши дети будут добиваться успеха в тихом, комфортном и специально отведенном месте, которое строго посвящено обучению. Это пространство должно быть устроено иначе, чем там, где они обычно играют в игры или смотрят телевизор. Ограничьте отвлекающие факторы. Необходим цифровой карантин, чтобы сфокусировать внимание вашего ребенка на школьной работе. Ограничьте использование устройств, соцсетей и игр во время онлайн-занятий. Смешайте экранное время с обычными школьными учебными методами. Чрезмерное использование компьютера может негативно сказаться на зрении ребенка, поэтому важно периодически отдыхать. Вполне вероятно, что ваши дети захотят продолжить использовать компьютер после уроков, поэтому важно ограничить время, заменяя это чтением книг или физическими упражнениями. Держите связь с другими родителями. Социальное дистанцирование важно в это время, но поддерживать связь с другими родителями посредством виртуального общения очень важно. Каждый родитель, имеющий детей и школьников, будет проходить через новый опыт. Посоветуйте с другими родителями, чтобы узнать, что они сочли эффективным, и спросите, нужна ли им помощь. Не позволяйте детям относиться к онлайн-обучению как к каникулам. Онлайн-обучение может казаться продолжением каникул для ребенка, но важно напоминать им, что их образование по-прежнему на первом месте. Такие обязательства, как выполнение домашнего задания, подготовка к тестированию, государственным экзаменам, не исчезают только потому, что классы перешли в онлайн. Дорогие родители, создайте режим дня вместе с ребенком. Поддержите и помогите ребенку. Проявите терпение и спокойствие. Понимая ситуацию в стране, ради нашего будущего, учитесь дома вместе с нами. С вами была я, педагог-психолог средней школы Аралтупец дошкольным мини-центром Балхашского района Алматинской области. Спасибо за внимание.